Стены уже все лопаются. Дранка вся полопалась. Вот цемент весь осыпался. Из этих щелей выходят крысы, мыши. Сложно поверить, но это жилой дом, хотя со стороны этот барак больше напоминает аттракцион ужасов. Гнилые стены, разбитые окна, обгорелый потолок. После пожара в одной из квартир в феврале каждый день для жильцов как жестокая игра на выживание. У нее получается, что весь потолок залили. Дранка там отходит, там потому что дранка ведь сделанная. Подоконник сидит на батарее отопления. Если вот еще немного, и, как говорится, подоконник, если еще раз сдвинется, значит батарея отопления прорвет. Большинство жильцов – пенсионеры, которые живут практически со дня основания дома. Делать ремонт самим нет ни сил, ни средств. Даже помыться негде. Горячей воды нет, чтобы руки помыть. Кипятим воду, вот сюда наливаем, и вот здесь вот умываемся. Здесь Муслима Фахридинова живет одна, в 92 года, ветеран труда. Не так, говорит, мечтала встретить свою старость. 92 года, мыться нигде, в баню ходить не могу. Здесь нету, как говорится, никаких условий. Дом с 38 года, он уже весь разрушается постепенно. Этот дом, как говорится, держится на честном слове. Одно неловкое движение – и строение может рухнуть. Жители говорят, даже спать страшно ложиться. Вот-вот либо кусок стены отвалится, либо потолок. Потому жильцы окрестили барак вымирающим. Почти каждый год из жизни уходит кто-то из жильцов, так и не дождавшись переселения. Хотя с 2003 года дом признан ветхим. В мае 2017 получил статус аварийного. Постановление о признании многоквартирного дома 12 по улице Бирюзовой аварийным и подлежащим сносу. Вот здесь вот написано: снос аварийного дома в 6-месячный срок после утверждения настоящего постановления. Постановление-то уже вступило в силу. Новая программа по расселению из аварийного жилья принята в этом году, действует до 2025 года. В Казани в нее включен 51 дом. Если среди них барак на Бирюзовой, с вопросом обратились в администрацию района. Как нам пояснили, на улучшение жилищных условий могут рассчитывать те, кто включил дом в статус аварийного до 1 января 2017 года. По истечению этой даты еще 41 дом был признан аварийным. К сожалению, в республиканскую программу включены дома, которые были признаны ранее 2017 года. Этот дом в программу не вошел. В этом случае для барака на Бирюзовой есть два варианта. Первое. В случае увеличения лимита финансирования дополнительные дома будут включены в адресную программу существующую. И второй вариант – это привлечение инвесторов для застройки территории с ликвидацией одноэтажных, двухэтажных, в том числе и аварийных домов. Впереди зима. Перенести холода в таких условиях будет непросто. Потому жильцы надеются, что про них все же вспомнят. Ведь на дворе 21 век. А к ним, говорят, не приходят даже волонтеры, чтобы подключить цифровую приставку. Как будто этот дом для всех уже вымер. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.